Здравствуйте, уважаемые телезрители. В текущем 2023 году недавно мы отмечали 80-летие снятия блокады Ленинграда, и в октябре месяце этого года будем также отмечать 80-летие победы Красной Армии в битве за Кавказ. Парадоксальным образом, хотя, впрочем, не парадоксальным, вполне закономерным, обе эти даты теснейшим образом связаны с Абхазией. Мой сегодняшний рассказ, не хочу назвать это лекцией, будет посвящен судьбе испанских детей-республиканцев, которые бежали от фашистов сначала из Испании в блокадный Ленинград, пережили там самую первую страшную блокадную зиму 1941-1942 годов, были эвакуированы на Большую Землю, отправились на Кубань, на Северный Кавказ, а когда фашисты опять пришли туда, нашли свое спасение на земле Абхазии. История эта началась еще в прошлом году, когда в Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия обратилась женщина, испанка, ее звали Мария де лос Льянос. Она предоставила воспоминания своей тети. Героиней нашего сегодняшнего повествования будет испанка Кармен де лос Льянос и двое ее братьев, Вирхилио и Карлос де лос Льянос, которые входили в группу тех самых испанских детей, о которых сегодня пойдет речь, на основе ее дневниковых записей, воспоминаний, ну а также материалов из архивов российских и испанских. В общем-то, будет построено мое сегодняшнее повествование о судьбе этих детей. Но прежде чем непосредственно перейти к описанию того, как ребята попали в Абхазию, надо, наверное, по законам жанра немножко отмотать назад. Кто такие были испанские дети? В испанской историографии они называются «Нинос де Русия», дословно «дети из России», а территории бывшего Советского Союза, соответственно, испанские дети. Это название группы детей из семей республиканцев, участников гражданской войны, которые выступили на стороне законного правительства Испанской Республики. После того, как фашистский режим был установлен генерала Франциско Франко, они подняли мятеж. Боевые действия продолжались с 1936 по 1939 год. Ребят начали вывозить из Испании в 1937 году, продолжилась эвакуация в 1938 году, потому что боевые действия разгорались все сильнее и сильнее. Республика стала терпеть поражение на фронтах войны. Мы помним чудовищную бомбардировку Герники, когда город был фактически сровнен с землей вместе с большинством его жителей немецкими бомбардировщиками. Конечно же, вполне естественно желание людей было вывести подальше от ужасов войны, спасти своих детей. За 2 года было эвакуировано в общей сложности из Испании свыше 34 тысяч человек. Большинство из них, более 20 тысяч, нашло свое спасение во Франции. Часть была вывезена в Бельгию, это 4 тысячи человек, в Великобританию. В Советском Союзе оказалось чуть менее 3 тысяч человек, конкретно 2895. Возраст детей составлял от 5 до 12-13 лет, то есть это были как дети дошкольного возраста, так и, в общем-то, подростки. Разместили их в 15 детских домах, они так и назывались, испанские детские дома. 10 из них находилось на территории РСФСР, 5 на Украине. Большинство детских домов — это, конечно, пригороды Москвы и тогда еще Ленинграда. В числе детей, которые покинули Испанию в ходе последней волны эвакуации, 4-й, вошли как раз-таки де лос Льяносы, то есть Кармен, Вирхилио и Карлос. Они покинули Испанию 25 октября 1938 года. Около 10 дней добирались пароходом до французского порта Гавр, несмотря на то, что имелась возможность остаться в Франции. Старшие приняли решение об эвакуации их дальше на территорию Советского Союза.
В декабре 1938 года они приехали в Ленинград и были определены в детский дом номер 8, который располагался в нынешнем Санкт-Петербурге, соответственно, по адресу улица Тверская, дом 9. Всего в этом детском доме размещались несколько сотен испанских детей, которые начали ходить в школы, потому что, понятное дело, советские школы, скажем так, гостеприимно распахнули свои двери перед беженцами, выполняя такой свой интернациональный долг. Но, к сожалению, началась Великая Отечественная война. И, конечно же, с началом войны, пока еще Ленинград не оказался в блокаде, была начата вывозка, эвакуация детей самых младших возрастов вглубь Советского Союза. Но 8 сентября немцы перерезали последнюю транспортную артерию, капкан, что называется, захлопнулся. И многие ребята самых старших возрастов записались в Красную армию, ушли добровольцами на фронт, впоследствии погибли. Кто-то по состоянию здоровья, кто не мог воевать, встали у станков. Девушки, практически все как один, пошли добровольно работать в госпиталя, ухаживали за ранеными, больными советскими солдатами и офицерами. Пережили, в общем-то, вместе с ленинградцами все ужасы той страшной зимы 1941-1942 года, когда в городе, преимущественно от голода, но также от бомбежек, да, иных, скажем так, последствий военных действий, умерло, да, погибло около 1 миллиона человек по подсчетам современных историков. И если кто-нибудь из вас когда-нибудь будет в Санкт-Петербурге, ну вот на здании бывшего испанского детдома номер 8 установлена мемориальная доска в память о тех ребятах-испанцах, которые пошли на фронт, сражались с фашистами и погибли, не вернулись с полей сражений. Ну, пережив эту страшную зиму, значит, к марту 1942 года Красная армия частично сняла блокаду Ленинграда, то есть появилась возможность по дороге жизни, в общем-то, по льду Ладожского озера, вывести на Большую землю прежде всего детей, да, женщин, там, стариков, ну, пожилых людей. И 19 марта 1942 года из блокадного Ленинграда была эвакуирована группа вот этих вот испанцев, детей, подростков, то есть в общей численности 234 человека. Это 58 воспитанников детдома номер 8, кроме того, 115 испанских юношей и девушек, которые временно проживали в детдоме, а также в общежитиях предприятий рабочих, да, промышленных, в которых они работали, и учебных заведений. С ними отправились 28 взрослых испанцев, ну, как правило, родители, да, которые работали в детдоме воспитателями на разных там предприятиях с 3 детьми, и группа 30 русскоязычных сотрудников персонала этого детдома во главе с его директором Аркадием Ефимовичем Подгаецким, евреем по национальности. Почему я акцентирую внимание на его национальность? Далее мы увидим, как испанские дети фактически спасли ему жизнь. Но об этом чуть позже. Общая численность вот этой вот эвакуированной группы, как я повторюсь, составляла 234 человека. Их погрузили на поезд, эшелон, и группа добиралась свыше 3 недель по железной дороге с остановками, с пересадками на Кубань. Почему так долго? Потому что, мы помним, шла война. Железные дороги подвергались артиллерийским обстрелам немецким, подвергались бомбардировкам самолетов Люфтваффе. Где-то возникали пробки, да, что пропускали эшелоны военного значения прежде всего, ну и так далее. Условия транспортировки детей, подростков в поездах можно определить смело как довольно сложные, мягко говоря, и вплоть до того, что выдаваемого рациона питания в эту первую голодную
не только в блокадном Ленинграде, но и, в принципе, в большей части Советского Союза, конечно, в меньшей степени, чем в Ленинграде, да, условия вот этого нормы рациона питания, которые им выдавали, было явно недостаточно для нормального функционирования организма человеческого. И Кармен де Лосляна вспоминала, цитирую: «По дороге на станциях советские люди кормили нас чем могли. Благодаря этой щедрости незнакомых людей мне удалось избавиться от страшной цинги. Путешествие осложнялось тем, что на одной из станций под колеса соседнего поезда попали по неосторожности две наши испанские девушки. Их прооперировали в Армавире, но они остались инвалидами на всю жизнь». Можно назвать, если не чудом, то очень большой заслугой как персонала, который, в общем-то, обеспечивал безопасность этих ребят, да, обслуживающего, так и, в принципе, тех, кто их подкармливал по дороге, на то, что живыми доехали все, потому что по дороге могло случиться всякое. В Армавире их поместили в госпиталь, некоторое время они там находились, после чего были отправлены на подводах, то есть гужевым транспортом, до села, сейчас это поселок городского типа, Мостовское Краснодарского края. 100 человек, это дети самых младших возрастов и сотрудники администрации детского дома, были размещены на территории нынешней средней школы номер 1. А остальные 134 человека, то есть ребята средних и старших возрастов, там, обслуживающий персонал, расположились в бывшем здании туберкулезного госпиталя, где уже находились другие советские дети, которых также с других разных регионов Советского Союза, в общем-то, туда направили. Испанцы проживали в Мостовском около 4 месяцев, также пошли в школу, но в летний период, когда наступили каникулы, не сидели сложа руки, активно работали буквально каждый день, даже без выходных, на сельхозработах, помогали, в общем-то, жителям приютившего их села по хозяйству. Но в начале августа 1942 года вновь разразилась буря, пришла беда, потому что в июле немцы начали свое наступление на Кавказ и Сталинград, в юг Советского Союза в очередной раз оказался под угрозой иностранной интервенции. И в очередной раз ребята были вынуждены спасаться от фашистов. 7 августа 1942 года группа из 37 человек под руководством этого директора детдома Аркадия Подгаецкого вместе с отступавшими частями Красной Армии выдвинулась на юг из Мостовского долиной реки Большая Лаба для того, чтобы перейти главный Кавказский хребет через Санчарский перевал, дойти до Сухума, в общем-то, и найти в Абхазии убежище. Остальных детей ранее успели эвакуировать в Красноводск, а затем в Самарканд. Почему не эвакуировали всех? Пока что ответа, к сожалению, нет, но можно предположить, что в той неразберихе, в том хаосе и панике, которая возникла в связи с немецким наступлением, напомню, что для многих это было неожиданностью, просто технически это невозможно было сделать. Где-то не хватило посадочных мест в поездах, например. Кто-то где-то ошибся, кто-то где-то не доглядел. Но так или иначе, 37 человек были вынуждены рассчитывать в такой критической ситуации только на свои силы. Шли они до перевалов 15 суток, то есть более 2 недель. Опять-таки, почему так долго? Представьте себе, август месяц, жара, бомбежки, обстрелы, немцы наступают. Где-то, не побоюсь этого слова, имеются панические настроения и довольно-таки ощутимые.
Да? Дети оправились от голода, но все равно пребывают в, скажем так, слабом таком неудовлетворительном физическом состоянии. Да? Их нельзя сравнить, например, с полноценными, да, детьми, которые вот, ну, в общем-то, нормально питались, и их здоровье находилось в порядке, да, было в порядке. Дороги забиты солдатами, дороги забиты техникой, местами сгоревшей. Да, дороги забиты беженцами, толпами беженцев, которые так же, как они, идут на юг. Где-то возникают пробки, где-то возникают эксцессы вплоть до применения оружия, да, особенно на переправах. Кроме того, вот тех двух раненых девушек, о которых я вспоминал, пришлось нести на носилках, что, конечно же, значительно замедляло движение этой группы. Кармен вспоминала, мы отступали, и это «мы» дорого стоило для людей, которые прожили в Ленинграде в течение 4 лет и на дорогах России. 22 августа 1942 года отряд немецких горных егерей из состава 4-й горнострелковой дивизии «Энциан» Гречавка. Это была одна из 2 горных дивизий немецких, была еще и первая, знаменитая Эдельвейс, которая наступали как раз-таки на перевал главного Кавказского хребта для того, чтобы проникнуть к Черному морю. Вот этот вот разведывательный отряд настиг группу испанцев. К счастью, половина, ну, наиболее такие, скажем, хорошие ходоки, да, ребята постарше и в более получше физической кондиции, которые находились, они успели переправиться вброд через реку и оторвались от своих преследователей. О них мы поговорим чуть позже. Им удалось, в общем-то, избежать немецкого плена. Другие 17 человек, то есть вот эти раненые девушки и наиболее такие маленькие детки, которые, ну, просто физически не потянули бы, что называется, горного перехода в тех условиях. Они остались там. Вместе с ними остался директор детдома Аркадий Подгаецкий и одна из сотрудников этого детдома, также еврейка по национальности, Марка Кирнос. То есть, прекрасно понимая, что фашисты делают с евреями, то есть моментальный расстрел, то, что они остались с детьми, ну, это все-таки, да, во-первых, это был их долг, но все-таки и подвиг, потому что им грозила смерть, в чем мы сейчас очень скоро убедимся. Когда немцы настигли эту группу, то хотели их расстрелять. Почему? Потому что ребята смуглые, южного типа, скажем так, да, лиц, и начались такие разговоры, что Юде спасло одно. Никто из ребят не знал немецкого языка, но кто-то знал итальянский. Сейчас неизвестно дословно кто, но, собственно, это не важно. И, к счастью, кто-то из немецких горных егерей также знал итальянский, и с ними удалось объясниться, и сказав, что это не евреи, а испанцы. Ну, немецкий офицер подумал и решил, коль скоро Каудильо Франсиско Франко, глава Испании, является, ну, если не военным союзником, Испания не вступала, напомню, во Вторую мировую войну на стороне Адольфа Гитлера, хотя там и присутствовали добровольцы из состава так называемой голубой дивизии, но тем не менее расстреливать детей товарища, да, там друга, он его называл, значит, друга Гитлера, было как-то не камильфо. Их, ну, можно сказать, что пленили, арестовали, доставили опять назад в Мостовое. И после определенных, скажем так, процедур отправили сначала в Армавир, а потом уже через Берлин в Испанию. Теперь момент. Дети не выдали ни Подгаецкого, ни Кирнос. Сказали, что они тоже испанцы. Но Кирна знала испанский язык в совершенстве, ей не представляло труда выдать себя за испанку. А вот Подгаецкому
скажем так, при более бдительном рассмотрении могли провести, что называется, шванц-парад. Вы знаете, что это такое. Поэтому Аркадий Ефимович, пользуясь первым моментом, сразу же сбежал. Он выжил, к счастью, вот, и впоследствии, в общем-то, эмигрировал в Израиль. Ну, а Кирнос осталась с детьми. И Кармен вспоминала, что через разрушенные деревни и города России, Украины через Краков, Берлин и Мец, мы, бывшие детдомовцы, ехали на родину. Только в Берлине нас встретили испанские дипломаты, и мы впервые пошли в душ. До этого дети не соглашались на уговоры своих конвоиров, потому что уже знали по разным слухам, не только слухам, но и сообщений советских, не люблю слово пропаганда, из советских средств массовой информации, что такое газовые камеры. Вы знаете, что очень часто людей заманивали туда под предлогом того, что предлагали помыться в душе. Ну, как правило, это означало смерть. Никакого душа не было, из краников пускали газ. И она рассказывала, что мы помылись, в общем-то, только в Берлине. И в декабре 1942 года дети под конвоем прибыли в Мадрид. Их положение было очень странное, потому что вроде бы предъявить им нечего, но с другой стороны это дети идеологических врагов, дети республиканцев. Ну и продолжительное время они находились, что называется, под таким усиленным присмотром. И все они вспоминают, что мы совсем не так представляли себе возвращение на родину. Ну, теперь о другой группе. Тоже 17 детей, которые, как мы говорили, более, скажем так, старших возрастов, более физически развиты, поднимались на Санчарский перевал. Им очень повезло. Им очень повезло в том плане, что по дороге они встретили бойцов и командиров 25-го пограничного полка НКВД, которые отходили на юг, также через Санчарский перевал. Мне удалось найти воспоминания бывших пограничников, бывших не бывает, как мы знаем. Есть упоминания как раз-таки о группе этих испанских детей. Конечно, человек должен оставаться человеком в любой ситуации, на войне. К сожалению, бывало разное, но здесь как раз-таки солдаты, увидев, что перед ними беззащитные ребята, ну, фактически в чужой стране, потому что родная страна для них оставалась Испания, как бы, скажем так, радушно их не принимал Советский Союз. Тем более без взрослых. Ну, они, что называется, взяли шефство над ребятами. Кого можно было посадить? Значит, на лошадей посадили, груз их несли на себе, сразу накормили в первую очередь. 23 числа они достигли Санчарского перевала, спустились в село Псхо Сухумского района. Но гитлеровцы продолжали, что называется, наступать им на пятки. Поэтому на Псху ребята долго не задержались, направились далее на юг, вышли к долине, значит, в долину реки Бзыбь, поднялись на перевал Доу и спустились далее по этой дороге в урочище Двуречье и благополучно достигли Сухума, где соединились с уже другой группой испанских детей, республиканцев, которые немного ранее прибыла в Сухум. В этом плане история остается несколько недописанной, потому как Абхазский госархив, как вы знаете, был уничтожен уже в ходе нашей войны. Документальных свидетельств тому, как в дальнейшем сложилась судьба всех этих 17 ребят, нет. Известны только некоторые имена и судьбы, и известно, что как минимум один мальчик, возможно, этих детей было больше, остался жить в Абхазии, впоследствии женился на местной девушке, и вот буквально несколько лет назад ушел из жизни. Он просил не называть его фамилию, ну, по, скажем так, обстоятельствам семейного характера, но такой факт имеется. Вообще усыновление, удочерение ребят было достаточно частым явлением в годы войны. Ну, честь и хвала тем людям, действительно, можно только
восхититься ими и, что называется, снять шляпу тем людям, которые приняли чужое горе как свое, чужую беду и взяли ребят в свои семьи, да, и потом воспитали, вырастили. Вот. Что же касается семьи Лос-Льяносов, то уже в январе 1943 года, сразу после прибытия в Мадрид, Кармен восстановила по памяти и своим дневниковым записям хронологию своего 4-летнего пребывания в СССР, написала об этом, да, то есть от вынужденной эвакуации из Испании до, опять-таки, вынужденного прибытия туда. Карлос де Лос-Льянос впоследствии стал композитором, его сонаты известны. Вирхилио инженером, гидроэнергетиком, заслуженным строителем РСФСР. Он остался жить в Советском Союзе, женился на местной девушке и вернулся в Испанию лишь спустя 52 года. В мае 1990 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, ну, как бы не относиться к этому персонажу, скажем так, это все-таки тогда был мэр второго по величине и по значению города России. Он вручил Кармен де Лос-Льянос и ее подруге по детдому, которая, кстати говоря, добралась до Сухума, добралась до Абхазии, Аурине Альен, медали жителя блокадного Ленинграда. Ну, это была такая торжественная церемония в большом зале университета Валенсии, где проживала Кармен. Ну, ежегодно к этим испанским, бывшим испанским детям, в тот момент уже пожилым людям, приезжали сотрудники консульства России в Валенсии, вручали либо очередные юбилейные медали, либо подарки какие-то, да, или там просто поздравляли с Днем Победы. Ну, что хочется сказать о детях войны. Война, конечно, это всегда нехорошо, мягко говоря. Это смерть, это кровь, это слезы, это боль, это потеря близких, но это также и пример высокого самопожертвования, пример взаимопомощи, пример, когда люди откликаются на чужую боль и в любой, казалось бы, даже самой катастрофической ситуации, когда со всех сторон нет выхода, выход все-таки есть, и он находится, судьба вот этих вот ребят тому пример. В наши дни, когда идет война там, на Донбассе, вообще там на Украине, когда в Турции, в Сирии такое чудовищное, страшное землетрясение, унесшее десятки тысяч жизней, в том числе и детей, когда, да, вообще по всему миру нестабильному, к сожалению, в наше время, особенно нестабильному, происходят различные войны, конфликты, катастрофы. Всегда надо помнить о том, что человек должен оставаться человеком в любой ситуации. И, конечно же, хранить память об этом, потому что историю забывать нельзя. Как говорил Аристотель, что память – это главный враг войны. Если люди забудут войну, то непременно начнется новое. Спасибо. Спасибо за лекцию, очень интересная лекция, особенно связана с Второй мировой войной. Вот у меня такой вопрос. Вот, дальнейшая судьба испанских детей, которые оказались в Абхазии, как сложилась вот, их дальнейшая судьба? И второй вопрос. Вот вы говорили о том, что генерал Франко не поддержал Гитлера. Ну, существует мнение также в истории, что он опасался, что англичане могут атаковать испанское Марокко и Канарские острова. Верно ли это и каково ваше мнение по этому поводу? Спасибо. Спасибо за вопросы. Ну, позвольте начну с последнего. Абсолютно правильно. Франко не вступил во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии и ее сателлитов. Вот тут я бы выделил два момента. Внутриполитический и внешнеполитический. Внутриполитический момент заключался в том, что Испания, безусловно, после
трехлетней кровопролитной гражданской войны была опустошена. И огромными человеческие потери были понесены, материальные потери. Армия, конечно, не была готова к полномасштабному участию в очередной войне, тем более против таких, скажем, могущественных держав, как Великобритания, Соединенные Штаты, Советский Союз. И известно, что Франко встречался с Гитлером, сохранились воспоминания Гитлера, значит, записанные со слов участников этой встречи немецкого высшего генералитета, когда фюрер в течение нескольких часов уговаривал Каудилью все-таки вступить в войну, но не добился желаемого эффекта, и Гитлер потом говорил, что я предпочел бы лично отправиться на Восточный фронт в качестве простого солдата и сидеть с винтовкой в окопе, чем хоть одну минуту более общаться с этим хитрым испанским иезуитом. Вот. Ну и внешнеполитическое, безусловно, Великобритания могла нанести ответный удар. Конечно же, Франко это прекрасно понимал. Понимал, как и то, что грозит Испании, что грозит лично ему в случае принятия столь опрометчивого решения. Так что оба эти факторы, и внутриполитические, и внешнеполитические, они, безусловно, сочетались. Вот. А что касается судьбы испанских детей в СССР, в частности в Абхазии, значит, после окончания Великой Отечественной войны, то есть вторая половина 40-х годов, первая половина 50-х годов, режим Франко, что называется, стал менее диктаторским и более рукопожатым. Ему зачлось то, что он так и не присоединился к оси. И в 1957 году было подписано соглашение межправительственное между Советским Союзом и, соответственно, Испанией. И 21 января 1957 года при посредничестве Красного Креста в Испанию отправился пароход «Крым», который вез 4 группы из 412 испанцев, то есть уже повзрослевшие дети, ну, то есть молодые мужчины, да, и женщины к тому времени. Ну, конечно, это капля в море, потому что большинство этих ребят, будучи уже, скажем так, взрослыми, да, приняло решение не возвращаться в франкистскую Испанию, пусть даже, скажем так, в виде такой смягченной диктатуры, но все равно диктатура оставалась диктатурой, и остались в Советском Союзе. Многие из них, подавляющее большинство из них, в общем-то, старались поддерживать связи друг с другом, потому что годы войны и все то пережитое запомнилось на всю жизнь. Проводились периодические встречи вот этих воспитанников детских домов, да, и их воспитателей, которые помогали им в блокадные годы, например. Вот. Можно вспомнить, например, о детях этих ребят, которые уже появились от совместных, да, семей, там, русско-испанских, украинско-испанских и так далее. Ну, в нашем случае там даже абхазо-испанских. Ну, люди приняли свое решение. Часть возвратилась уже в 70-е годы, уже в таком, скажем так, зрелом возрасте, да, в Испанию, когда Франко отошел от дел, лишь тогда, после 1975 года. Потому что это было принципиально, что в фашистскую Испанию мы возвращаться не хотим. Но точных цифр нет до сих пор. Это в историографии, в том числе и в испанской, вопрос полностью не освещен. Ну, не будет преувеличением сказать, что подавляющее большинство осталось в Советском Союзе. Их уже связывали семейные узы, их уже связывала, скажем так, привязанность к новым домам. Кто-то, ну, просто в силу семейных обстоятельств не мог решиться на переезд, так радикально поменять свою жизнь. Ну, еще одно последствие, трагическое последствие, с одной стороны, с другой стороны, ну, все, что не делается, все к лучшему, это судьба, трагическое последствие войны.